Также в рамках Дня города накануне в Якутске торжественно запустили цифровое телевещание. На начальном этапе цифровое телевидение в тестовом режиме охватит столицу и ряд населенных пунктов Мегино-Кангаласского района, где в общей сложности проживают свыше 300 тысяч человек. Телевизионный сигнал в новом качестве смогут принимать и жители пригородов Жатая, Магана, Табаги, Тулагина, Капитоновки, Хатас, а также Нижнего Бестяха, Павловска, Рассолоды и других населенных пунктов. Таким образом, там, где раньше были доступны от силы 1-2 телеканала, теперь смогут принимать 10 каналов в хорошем качестве. В чем преимущество цифры и какое нужно оборудование для того, чтобы поймать качественный сигнал? О новом этапе развития телевидения в Якутии в сюжете Афанасия Николаева. Цифра, в отличие от аналогового сигнала, проходит с минимальными потерями. Еще один плюс – это увеличение пропускной способности передачи данных. То есть это больше каналов с субтитрами и дополнительными звуковыми дорожками. И сегодня на центральной площади столицы был дан старт телевещанию нового поколения. Внимание на экраны! Пуска произведен. С сегодняшнего дня, с этой минуты, телевидение цифрового качества в каждом доме жителя нашей столицы. Поздравляем вас! Монтаж оборудования для цифрового вещания прошел оперативно, всего за 3 недели. Это учитывая то, что антенно-мачтовая система располагается на высоте 230 метров на самой вершине телебашни. Внизу установлен модуль-контейнер с передатчиком и системой охлаждения. Что касается преимуществ для жителей города Якутска и близлежащих населенных пунктов, это в основном два основных преимущества. Первое преимущество – это качество картинки. Цифровая картинка более качественная, более устойчивая, помехоустойчивая, чем аналоговая, и количество. То есть мы планируем сегодня запустить первый мультиплекс. Это 10 телевизионных каналов и 3 радиоканала в цифровом качестве. Работы по цифровизации телевидения идут сейчас по всей стране. Подобные запуски происходят буквально каждую неделю. Сейчас основная задача российских связистов – устранение информационного неравенства. Руководство РТРС высоко оценивает темпы модернизации связи в Якутии, но особо подчеркивает, что в регионе предстоит еще много работы. По всей стране строим больше 3000 точек вещания. Понимаете, что это необходимо огромное количество и специалистов, строителей. Поэтому здесь есть такие субъективные факторы. Поэтому Якутия в целом была в 4-й очереди. И надеемся, что к 2016 году мы сможем достроить полностью, чтобы охват населения был практически 100%. Кроме того, одной из важнейших задач является перевод на цифру республиканского телевидения. На данный момент на уровне страны еще не приняты нормативно-правовые акты по этому вопросу. Мы ожидаем принятия этих законов. Возможно, это будет конец 2015 года, начало 2016 года. Мы являемся одним из самых активных регионов, которые, скажем так, толкают эту идею, на уровне Министерства связи и массовых коммуникаций. Поэтому надеемся, что эта работа начнется активно 2016 года. Самое главное, чтобы принять сигнал цифрового ТВ, необходима антенна дециметрового диапазона, телевизор или приставка с тюнером DVB-T2 с поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG-4 и режима Multiple PLP. Афанасий Николаев, Вадим Конкевич, Якутия день за днем.